вот то, о чем сейчас Петр Матвеевич доложил, и те муниципальные образования, в которых есть еще, соответственно, какие-то недочеты, под личный контроль в конце недели мне тогда сообщите, как там исправляется ситуация. Хорошо? Спасибо. Двигаемся дальше. Ситуация с кормозаготовкой и начале уборочных работ в Удмуртской республике. Токарев Сергей Аркадьевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Александр Владимирович, уважаемые участники совещания. Разрешите довести краткую информацию о ходе заготовки кормов и уборки зерновых на 14 августа этого года. Перед селянами Удмуртской республики стоит очень сложная и ответственная пора. Продолжается заготовка кормов, приступили к уборке зерновых культур, также подошли сроки посева озимых культур и осенней обработки почвы. И весь этот комплекс предстоит выполнить в оптимальные агротехнические сроки и с хорошим качеством. Погода, к сожалению, нас не балует. На сегодня в связи с продолжительными осадками складывается сложная ситуация, особенно по проведению полевых работ. На 13 августа текущего года скошено сеянных и естественных трав 315 тысяч гектар, что на 15 тысяч гектар ниже уровня прошлого года. Сено заготовлено 146 тысяч тонн, 76% к плану. В прошлом году на аналогичную дату было заготовлено 194 тысячи тонн. Сенажа заготовлено 756 тысяч тонн или 124% к плану. Заложена силосной массы 1338 тысяч тонн, 88% к плану. При плане заготовки грубых и сочных кормов 25 центнеров на условную голову на сегодня заготовлено 23 центнера кормовых единиц. Наибольшее количество заготовлено кормов в Каракулинском районе 46 центнер кормовых единиц, в Малопургинском районе 32, в Можгинском и Алнашском 29 центнер кормовых единиц. Низкие темпы заготовки кормов в Камбарском районе всего 15,5 центнер кормовых единиц, в Ярском 17,5. Из-за неблагоприятных погодных условий идет отставание по срокам созревания зерновых и зернобобовых культур на 2 с лишним недели. В этом году массово приступили к уборке зерновых культур в южных и центральных районах республики только 11 августа, и на 13 августа обмолочено на зерно 5000 гектар или 2% от плана. В прошлом году на аналогичную дату было уже убрано 54%. Намолочено на сегодняшний день 17,5 тысяч тонн зерна при средней урожайности по республике, но это предварительная пока урожайность, 23,8 центнера с гектара. В прошлом году на эту дату урожайность составляла 18,5. На сегодняшний день не приступили к уборке зерновых 9 районов из 25. Выше среднереспубликанских показателей урожайность в Волжском районе 38 центнер с гектара, Дебесском 32, Граховском 27 центнер с гектара. На 9 августа текущего года при наличии зерноуборочных комбайнов 934 единиц готовность составила 86%. Из исправных 807 зерноуборочных комбайнов нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 519 гектар при нормативе 180-200 гектар. То есть нагрузка очень солидная. Из-за слабой материально-технической базы на сегодня не все сельскохозяйственные товаропроизводители нашей республики обеспечены сортировально-сушильными комплексами, к тому же построенные до 1990 года. Они выработали уже свой амортизационный ресурс, требуется строительство, реконструкция и модернизация сортировально-сушильных комплексов. Состояние зерноочистительной и сушильной техники напрямую влияет на качество семенного и фуражного зерна. А нынче уборка зерновых требует дополнительной сушки. Это дополнительные затраты. На сегодня по республике 85% готовность зерноочистительных и сушильных комплексов. Льна долгунца вытереблена 1070 гектар или 27% к плану. В прошлом году на эту дату было уже убрано более 3000 гектар.
9 районов республики приступили к посеву озимых культур. Посеяно на сегодняшний день 1700 гектар или 2% к плану. В прошлом году уже было посеяно 13%. Вспашка зяби проведена на площади 3,6 тысячи гектар или 1% к плану. В прошлом году уже около 10 было спахано. На сегодняшнюю дату финансирование из двух бюджетов составило 1 миллиард 584 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета 853 миллиона рублей, что составило 69%, и из бюджета Удмуртской республики 730 миллионов рублей, что составляет 54% от запланированных в бюджете сумм. Пользуясь случаем, хочу обратиться еще раз к главам районов, постоянно держать на контроле ход уборочных работ и оказывать всестороннюю помощь. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы есть? Коллеги. Сергей Аркадьевич, спасибо. Дальше. О ходе проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков в Удмуртской республике. Сударикова Наталья Алексеевна, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, Владимир Петрович, Дмитрий Ахметович, уважаемые коллеги, в республике продолжается летняя оздоровительная кампания детей и подростков. Межведомственной комиссией по правительству Удмуртской республики по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи определены нормы продолжительности смены. Напоминаю, я в предыдущей информации вам говорила. Поэтому, говоря сегодня о продолжении летней оздоровительной кампании, мне очень сложно говорить, какая смена идет, потому что в некоторых лагерях закончилась вторая, где-то началась третья, а где-то началась уже и четвертая смена. Тем не менее, я буду говорить о том на пятницу, о состоянии дел на пятницу. На сегодня в республике функционирует 820 организаций отдыха и оздоровления, в которых на сегодня отдохнуло 66 889 детей, в том числе 19 218 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 715 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования, социальной защиты, спорта. И охват составил 46 871 ребенок. В 21 загородном лагере отдохнуло 14 445 детей. В 17 санаторно-оздоровительных лагерей, организованных на базе санаториев, профилакториев и республиканских детских санаториев, 3095 детей. 60 лагерей труда и отдыха работают в республике, охват 671 ребенок, и в 8 палаточных лагерях отдохнуло 586 детей. Если сравнивать с предыдущим годом, мы идем примерно в тех же цифрах в соответствии с заявленными планами. Оздоровление детей в 8 детских санаториях составило 62,6% от плана, и 9 санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия на базе санаториев, профилакториев 37,4% от плана. Этот отдых организован Министерством здравоохранения Удмуртской республики. Но здесь не очень большие цифры, потому что они работают, эти у нас санатории круглый год, и у нас определенные средства заложены на осенний и зимний период. Оздоровлены дети группы социального риска. Это наша основная забота с вами и боль. Сегодня 32,4% от заявленного плана оздоровленных, всего 1032 ребенка. Из них 49 детей-инвалидов, детей из домов ребенка, детских домов, школ-интернатов 62, неблагополучных семей, многодетных и неполных, малообеспеченных 850, опекаемых 71. Напомню, это на базе детских санаториев. Детский оздоровительный отдых невозможен без содержательной работы с детьми. И я хочу остановиться сегодня на том, что абсолютно все действующие на территории республики лагеря, работающие с детьми, имеют свои образовательные программы, которые они защищали в результате конкурса. Так, Министерством образования организованы республиканские профильные смены на базе загородных лагерей. Например, в данный момент проходят профильные смены, в которых проводятся с 30 июля по 16 августа на базе республиканского лагеря «Лесная страна». 230 воспитанников спортивных школ республики, занимающихся олимпийскими видами спорта. Организаторы этой смены – Республиканская детская и юношеская школа Олимпийского резерва. С 3 по 20 августа на базе муниципального лагеря «Юность» для 50 юных спортсменов рукопашного боя по программе «Школа мужества». Организатор Удмуртская детская молодежная общественная организация Федерации единоборств.
единоборств. С 11 августа по 28 будет работать математическая профильная смена для 152 обучающихся, решающих задачи олимпиадного уровня на базе частного загородного лагеря «Оранжевое настроение», организатор автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Ижевский центр интеллектуального и творческого развития «Алиф». Обратили внимание, все уровни, все лагеря республиканского, муниципального и частного, и все форм собственности у нас в этом году задействованы и работают на программы развития наших детей. Министерством культуры и туризма Удмуртской республики была проведена работа по организации подготовки творческой смены, они у нас уже традиционные, работают с 2014 года. В оранжевом настроении прошла 23-я смена творческих коллективов детских школ искусств Удмуртской республики. Были приглашены 11 творческих коллективов. Всего в этой смене приняло участие 259 детей, которые проявляют себя на региональных, республиканских и международных уровнях. Для них специально проводилась программа по занятиям и совершенствованию их мастерства. Целью проведения творческих смен является повышение исполнительского мастерства коллективов, рост профессионального уровня преподавателей. Традиционно для участия в сменах приглашаются коллективы победителей всероссийских. Коллеги, я извиняюсь, давайте послушаем докладчика, а потом обсудим, если что-то очень важное. Или можете выйти и здесь проговорить. Спасибо. Продолжайте. Всероссийских, региональных, республиканских конкурсов, ведущие базовые коллективы республики и коллективы-новички, для которых летние смены становятся началом их активной творческой деятельности. Это очень кропотливая работа, требующая особого внимания, и в этом плане Министерство культуры и туризма Удмуртской республики является у нас новатором, и огромное им спасибо за это. Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике запланировано проведение 78 республиканских профильных смен, и они идут сегодня. Уже охвачено отдыхом 5575 детей, в том числе проходит 26 профильных смен спортивной направленности, в работах которых проводят на 9 спортивных объектах и 2 загородных оздоровительных лагерях. Общий охват участников республиканских спортивных профильных смен в 2017 году составит 1440 детей. 17 профильных смен для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данная категория участников профильных смен составит 945 детей. Об этом уже говорил Александр Сергеевич, и мы очень благодарны действительно Министерству спорта и молодежной политики, и Министерству внутренних дел, которые проводят эти смены и действительно работают очень серьезно с этой категорией детей. В настоящий момент проведено 40 республиканских профильных смен с общим охватом 2520, в том числе 14 смен спортивной направленностью. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике является также координатором деятельности временных детских разновозрастных коллективов в городах и районах республики. Это тоже наши, если не ноу-хау, но, во всяком случае, хорошо отработанная практика, которая дает хорошие результаты. Это когда в городах и поселках, деревнях организуются разновозрастные коллективы, не выделяется воспитатель, очень небольшое финансирование на игры, игрушки, на спортивное снаряжение, которое позволяет охватывать летним отдыхом или организованной работой детей, которые не могут по разным причинам поехать в загородные лагеря или не попали в школьные лагеря. Это тоже очень серьезная работа, она у нас традиционно проводится. И охват детей с 6 до 17 лет, и люди, которые работают с этой категорией детей, так скажем, не очень организованных, проявляют чудеса находчивости и мастерства, которые позволяют этих детей тоже организовывать. Это тоже наша традиционная работа, которой мы все занимаемся. Но еще раз, координатором, безусловно, Министерство по спорту и молодежной политике. С начала летней оздоровительной кампании на территории Удмуртской республики действовало 735 таких временных детских разновозрастных коллективов, и они охватили очень серьезную цифру – более 16 тысяч детей. За пределы Удмуртской республики на сегодняшнюю дату выехали 594 ребенка, в том числе 30 детей в международный лагерь «Артек». Кроме этого, мы отправляли детей в смену, «Океан» и в частный лагерь, который находится на берегу Азовского моря, Львяжий берег. Это традиционно город Ижевск у нас работает с этим лагерем, и слава богу, что у нас есть такая возможность этих детей туда направлять.
Ежегодно, и в этот год не является исключением, в республике реализуются программы по организации временного трудоустройства подростков, организатор которой является Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике, и бюджетное учреждение Удмуртской республики, Республиканский центр содействия трудоустройству молодежи. Основными задачами являются, безусловно, осознанное приобщение подростков к труду, знакомство с профессиями, приобретение первоначальных профессиональных навыков. Сегодня на стадии реализации 155 программ по временному трудоустройству, по которым устроено 1071 ребенок, но это на пятницу. И благодаря работе в районах построены и благоустроены спортивные, игровые детские площадки, обустроены родники, организован досуг младших школьников, оказана социальная помощь пожилым людям. Участвуя в программах, ребята знакомятся с профессиями, такими как вожатый, библиотекарь, социальный работник, архивариус, журналист и швея. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с Удмуртским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», учебными заведениями, муниципальными образованиями осуществляет и координирует деятельность студенческих отрядов, большая часть из которых педагогические отряды, которые работают у нас и в школьных, и загородных лагерях. Сегодня Удмуртское региональное отделение российских студенческих отрядов – это социально ориентированная некоммерческая организация, которая занимается и временным трудоустройством молодежи, изъявившим желание в свободное время работать в различных отраслях экономики. В летний период 1180 студентов из Удмуртской республики работают в составе студенческих отрядов по таким направлениям, как проводники, сельскохозяйственные, строительные, педагогические и охраны правопорядка. Весь спектр задействован, и традиционно наши студенты активно работают летом. В течение лета с целью контроля и оказания методической помощи специалисты бюджетного учреждения Республиканский центр содействия трудоустройству молодежи, Республиканский центр развития молодежного и детского движения осуществляют выезды, в ходе которых уделяют особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей, подростков и молодежи и проверяют наличие соответствующей документации, соответствие фактически выполненных работ заявлены в программе, соответствие деятельности лагеря заявленной в программе. По состоянию на 10 августа организовано 29 таких выездов и проверено 95 программ. То есть работа находится на контроле, и мы надеемся, что срывов серьезных у нас не будет. Но, безусловно, никакая компания не может обходиться без контроля. Межведомственная комиссия при правительстве Республики по организации отдыха, оздоровления и занятости детей продолжают выезды в организации отдыха детей и молодежи. На отчетную дату проведено 8 таких выездов. Выезды идут в соответствии с планом. Прошли они уже во все загородные лагеря, в ходе которых комиссия, оказывается, кроме проверки, оказывается методическая помощь по вопросам правильного оформления документов, в том числе воспитательных программ. Все оздоровительные учреждения оснащены надлежащими средствами пожаротушения, оформлены паспорта антитеррористической защищенности, все лагеря обеспечены медицинскими, педагогическими, квалифицированными кадрами и остальными соответствующим персоналом. Комиссии выявляются незначительные нарушения, они все-таки есть, несмотря на жесткий контроль, с которым в этом году был дан старт оздоровительной кампании. Но, как правило, такие недочеты устраняются уже в ходе самой проверки, и мы благодарны, что нас слышат, и вот таких уже серьезных нареканий в адрес администрации лагерей мы высказать не можем. Одним из показателей эффективности работы лагерей является такой показатель, как оздоровительный эффект. Он, конечно же, отдаленный и очень условный, тем не менее мы его тоже контролируем. И Министерство здравоохранения фиксирует выраженный оздоровительный эффект у отдохнувших детей примерно 96,7%, слабый оздоровительный эффект у 3%, и вообще отсутствует оздоровительный эффект меньше, чем у процента детей. Вот я считаю, что два последних показателя нам предстоит ставить в качестве задач на следующую оздоровительную кампанию и работать в этом направлении более серьезно. Эффективность оздоровления выше в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях, то это все логично, они стоят дороже, и внимание им уделено с точки зрения медицинской оснащенности более серьезное. В загородных лагерях, загородные лагеря на втором месте, ну и самое низкое, на наш взгляд, 85% это пришкольные лагеря.
В случае укусов клещей, массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, других критических ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, на сегодня отсутствует. И прежде чем совершить свое выступление, я хочу сказать, что летняя оздоровительная кампания продолжается. Очень скоро мы будем подводить итоги и более подробно мы сумеем остановиться на всех наших просчетах, недостатках и достижениях. Но на сегодня от имени Межведомственной комиссии я хотела бы поблагодарить, безусловно, всех, кто занимается сегодня оздоровлением детей, и членов Межведомственной комиссии, и руководителей муниципальных образований городов и районов республики, Министерства внутренних дел, Госпошнадзор, Роспотребнадзор, Государственную инспекцию по труду, уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской республике. Только благодаря нашей слаженной работе мы можем говорить о том, что летняя оздоровительная кампания удалась. Спасибо. Спасибо, Наталья Алексеевна. Вопросы, коллеги? Ну, я думаю, мы в сентябре подведем итоги именно с задачей действительно понять, что у нас получилось, а чего нет. Так, давайте дальше. О реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской республике и итогах второго этапа проверки качества домов и жилых помещений в рамках реализации региональной программы. Маринин Иван Васильевич. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые участники совещания, 1 сентября подходит срок реализации программы этапа 2012-2017 годов. Значит, на экране вы видите, что мы должны расселить 28,5 тысяч квадратных метров, переселить 2330 человек. И также на слайде представлено фактическое расселение на 11 августа. Причина таких темпов: основная масса муниципальных образований сдают дома и приобретают помещения в августе текущего года. Но при этом из 13 муниципальных образований 4, представленных на слайде, уже досрочно завершили этап текущего периода. Следующий слайд. Значит, скажу о тех муниципальных образованиях, которые, на наш взгляд, входят в зону риска на сегодняшний день. Это 5 муниципальных образований, связано с тем, что на сегодняшний день в данных муниципальных образованиях не все квартиры обхвачены заключенными контрактами на приобретение жилья. И, как вы видите из представленного слайда, срок заключения контрактов и проведения торгов на конец августа. Следующий слайд. Также 2 муниципальных образования у нас ведут строительство собственными силами, то есть не приобретают на рынке, а строят дома самостоятельно. Это у нас 2 дома в городе Глазове. Значит, ориентировочный срок сдачи до 31 августа. Значит, единственный момент, который мы сейчас видим по затягиванию сроков, это подключение дома к сетям газоснабжения. Ранее предполагалось, что дом будет подключен к сетям отопления, но проектное решение изменено, и в настоящее время квартиры будут с газовым отоплением. Поэтому на первое место вышло подключение к сетям газоснабжения. И дом в Завьяловском районе. Значит, здесь было допущено, когда еще кровли не было, затопило одну секцию жилого дома. Соответственно, потребовалось время для того, чтобы просушить указанные помещения. Но, тем не менее, администрация муниципального образования заверяет, что все работы будут выполнены до 31 августа. По качеству построенного жилья. Как вы знаете, по поручению исполняющего обязанности главы во все муниципальные образования у нас выезжала специальная комиссия с участием УНФ, Государственной жилищной инспекции, наших специалистов. Соответственно, были выявлены в каждом муниципальном образовании замечания. Следующий слайд. Уже повторно начали выезжать, мы давали срок 2 месяца на устранение данных замечаний. Обращаем внимание глав о том, что повторные выезды показали, что не все замечания выполнены, хотя нас приглашали на проверку устранения замечаний, либо выполнены некачественно. Вот мы проверили 3 района уже. Уважаемые коллеги, к сожалению, качество устранения замечаний пока остается низким. Следующий слайд. Уважаемый Александр Владимирович, вы давали поручение провести ревизию аварийных домов, признанных после 1 января 2012 года. Мы обозначали цифру 721 дом. Значит, была проведена ревизия, выявили следующие факты. Значит, в этот реестр были включены дома блокированной застройки, то есть, по сути дела, это двухквартирные дома на 2 хозяев,
это не МКД. И, соответственно, здесь зона ответственности по расселению лежит на самих собственников. И второе, были выявлены факты, что администрации принимали решение о признании дома аварийным без заключения специализированной организации. Таким образом, проведя ревизию на сегодняшний день, мы имеем не 721 дом, признанным аварийным после 1 января 2012 года, а 591. Эта работа будет продолжена. Хорошо. Следующий слайд. Секундочку, Иван Васильевич, Иван Геннадьевич, 10 часов. Вам на ВКС. Отдельно хотел бы остановиться на новых формах расселения граждан. Это у нас откликнулись на предложение Сарапул, Глазов и Игринский район. Вот по Сарапулу это у нас Симониха. Изначально претендовали на расселение 33 семьи, 27 на сегодняшний день подтвердили через суд право пользования. Уже переселено 3 семьи. Планируется переселить 15 до конца года в нежилое помещение в общежитии. Денежные средства выделены, аукцион уже проведен, и работа будет выполнена до 15 декабря. Только единственная у меня просьба, вот когда говоришь общежитие, сразу возникают, ну, не у всех позитивные ощущения, по крайней мере, я в детстве жил в жутком общежитии, поэтому вы фотографиями потом в следующий раз сопровождаете, что это за общежитие. Это нормальное капитальное строение со всеми там удобствами и так далее, чтобы было понятно людям. Это действительно так, это хороший дом со всеми видами благоустройства, а на слайдах здесь представлены дома и Симони. Да, я понимаю. Следующий слайд. Значит, у нас откликнулся Игринский район, у нас в селе Факел есть здание бывшего детского сада. Из расчета до 15 тысяч за квадрат мы можем там выполнить ремонт и реконструкцию, расселить 10 семей. Следующий слайд. И город Глазов также провел ревизию нежилых помещений, которые можно перевести в жилые. Соответственно, вот 23 квартиры мы можем запустить уже в этом году. Следующий слайд. Сейчас, одну секундочку, я по Глазову, Игринскому району, по Сарапулу, значит, коллеги, это ваши, вы помните, Сарапул представил свою, значит, программу, и Глазов, и Игринский, и другие районы должны идти по этим же механизмам, по согласованию с Иваном Васильевичем. В чем большой плюс? Вы можете свой реестр формировать, но единственное, чтобы это было, как и в Сарапуле, открыто, максимально через комиссию, и вы должны переселять действительно в первую очередь нуждающихся. Вы там всех прекрасно знаете, объем это не в Ижевске, значит, поэтому это будет жестко на контроле, чтобы, не дай бог, у нас там не было вопроса, а почему их переселили, посмотрите, в каких мы условиях. В первую очередь, самых нуждающихся. Критерии вы сами определяете на открытой комиссии. В Сарапулу, по-моему, претензий пока ни от кого нет. Там все очевидно, 16 семей, они внимательно все посмотрели и действительно, значит, предоставляют по этой своей программе, значит, жилье самым нуждающимся. Почему я делаю на этом акцент? Чтобы это не было, так сказать, в порядке общей очереди. Потому что ту республиканскую программу, которую мы сейчас доводим, значит, уже до проекта с Иваном Васильевичем, там будет вариативность. Я говорил и еще раз подтверждаю, всем строить или покупать бесплатно квартиры мы не будем. Я имею в виду по нашей программе. Я езжу по районам, наслушался, как у нас там реализована была программа, где-то получили квартиры, не живут и, соответственно, не платят и так далее. Где-то спекуляции, слава богу, это меньшие, так сказать, проценты всей объемы программы, но тем не менее, плодить иждивенчество, мне в Глазове подошла семья, да, ты же видел, все в порядке, там часы за 5000 евро, а человек топит за, значит, видите ли, у него квартира, говорю, где вы проживаете? Я здесь редко бываю, но квартиру-то мне дайте, она у меня аварийная. Пожалуйста, либо сертификат на часть стоимости квартиры, остальное софинансируйте. Участвуйте своей копейкой
значит, в улучшение жилищных условий. Бесплатно получают только действительно самые нуждающиеся. В каждом у нас городе, в каждом районе эта ситуация абсолютно всем очевидна и понятна. Открытая должна быть комиссия, обсуждение, потому что у нас в районах, когда мы обсуждаем, начинаем эту тему, я могу сказать так, большая часть тех, кто приходит на сходы приходит там 400, 500, 600 человек, абсолютно точно поддерживают наш подход. Что да, действительно есть вот там, многодетная семья, женщина одна воспитывает, нам на 3 работах вкалывает, вопросов никаких нет. Здесь надо, конечно же, обеспечить жильем. Но есть у кого нормальный, стабильный доход, более чем, то есть здесь у нас в нашей программе будет вариативность. Но вот по муниципальным программам я прошу еще раз, открытые оргкомитеты, комиссии, чтобы всем было очевидно, почему переселяют этих, а не тех. Это крайне важно. Ну а по стоимости для бюджета вы видите, у нас получается 15 тысяч получился квадрат в Сарапуле. До 15. До 15 тысяч. Практически, в половине районов, коллеги, возможности такие есть. Вот в Гринском районе нашли, это бывший детский сад, мы уточнили, он не будет использоваться, потому что построен новый. Но помещение отличное, люди туда приехали, с удовольствием туда заедут, потому что там хорошее капитальное строение, все удобства и так далее. Такие есть, еще раз повторюсь, помещения в каждом практически муниципальном районе. Посмотрите шире на эту проблему, на эту ситуацию. По Ижевскому потом отдельно на эту тему поговорим. Продолжайте. Уважаемые коллеги, было отдельное поручение на контроле Малая Пурга. Ставился вопрос о эффективности использования земельных участков, которые освободились вследствие того, что дома были расселены, и эти земельные участки на сегодняшний день свободны. Значит, по селу Малая Пурга в период с 13 по 17 год было освобождено 21 земельных участков. 7 земельных участков было задействовано в продолжении программы переселения, то есть на них построили дома. 2 земельных участков были предоставлены для личного подсобного хозяйства и строительства МКД, и 12 участков на сегодняшний день являются свободными. Я подробно остановлюсь на разборе Малой Пурги, потому что мы много говорим об использовании земельных участков, об их эффективности использования, поэтому мы здесь досконально разобрались, я хотел бы доложить. Значит, первое, 7 земельных участков, которые были построены дома под переселение. Они представлены на слайдах, и основной посыл здесь, что земельные участки были вовлечены в оборот. Они не продавались, они были направлены на продолжение программы, что положительно сказывается на темпах освоения программы. Дальше. 2 земельных участков были предоставлены, один под личное подсобное хозяйство Соловьевой, второй земельный участок был продан на торгах, было 2 заявителя, торги состоялись. Земельный участок ушел практически за 2 миллиона рублей. Это то, о чем мы говорим, что земельные участки могут продаваться, и муниципалитет может денежные средства получать и направлять на продолжение программы. 12 земельных участков в настоящее время свободны. Дальше. По 5 земельных участков уже определены тем или иным способом возможные варианты их использования. Первый участок – это автостоянка рядом с райотделом МВД. Есть потребность в необходимости расширения данной автостоянки на данном земельном участке. Один участок планируется Министерством образования под строительство дома под детей-сирот. То есть участок в принципе подходит под строительство МКД, под любые цели. Значит, один земельный участок – это общественно-деловая зона, и он может быть выставлен на торги, и бюджет может получить денежные средства. Один участок пока еще не определился, но тем не менее этот участок обладает всеми коммуникациями, подъездными дорогами и тоже может быть выставлен на торги. Я извиняюсь, это вот то, что написано для стоянки автомобилей? Да. Коллеги, вот, и не только в Малой Пурге, внимательнее, мы почему сейчас детальный разбор, нам пришлось погрузиться в эту ситуацию. Иван Алексеевич акцентирует внимание на чем? Там стоял дом, там есть коммуникация. В первую очередь его надо рассматривать, наверное, под эти цели, тем более у вас остаются вопросы по переселению из аварийного жилья.
А вторая уже история, наверное, про стоянку. Вы просчитываете экономику, пожалуйста. Те эпизоды, которые мы рассматриваем, в частности по стоянкам, бюджет ничего практически не получает. Понятно, осчастливили там предпринимателя, может быть, кого-то, простите, из администрации. Но это, я сейчас не хочу давать оценку, эффективно это или нет, вам решать. Но мы все это будем проверять. Поэтому обращайте на это внимание. В первую очередь, если это неэффективно там по экономике, но снимает социальное напряжение, это также должно быть в приоритете, варианты использования земельных участков. Дальше. И один, я подчеркиваю, один земельный участок находится в санитарно-защитной зоне. Много мы говорили о том, что земельные участки невозможно вовлечь в оборот, но вот ревизия показала, что из 21 участка только один находится в санитарно-защитной зоне по данной программе. Теперь по заявлениям, которые поступали. Давали поручение разобраться по заявлению Чунаевой. Значит, это было по адресу Кирова 8, Кирова 10. Действительно, такое заявление поступало, вот оно на слайде. Но администрации был дан ответ о том, что в настоящее время проводятся мероприятия по проведению землеустройственных работ, и земельный участок не был предоставлен фактически по данному заявлению. Но факт такого заявления он подтвержден. Следующий слайд. Также поступало заявление от Мелешкина Ивана Тимофеевича. Это тот застройщик, который у нас построил некачественные дома по улице Колхозной. Соответственно, пока земельный участок ему не предоставлен, и по мнению администрации будет проводиться конкурс. Значит, есть заявление на 2 участка от нашего государственного предприятия «Автодор», которое планирует расширить зону для своего предприятия. Следующий слайд. И есть свободные участки, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства. Следующий слайд. Таким образом, я бы хотел подчеркнуть по результатам данного анализа следующий факт. Из 21 участка 20 участков являются востребованными и могут быть вовлечены в программу по переселению ветхого аварийного жилья. Если невозможно прямого вовлечения, то есть строительство на нем на МКД, то данные участки могут быть реализованы с целью строительства там, офисных центров, иных хозяйств, для иных целей. Но, получив денежные средства, они могут быть направлены также на продолжение данной программы. Поэтому предлагаю всем муниципальным образованиям вот таким же образом провести анализ использования земельных участков и дать предложение по вовлечению как раз для целей продолжения программы расселения из ветхого аварийного жилья. Спасибо. Давайте дальше. У вас еще один вопрос. Реализация мероприятий приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, благоустройства общественных пространств и дворовых территорий населенных пунктов. Пожалуйста. Да. Значит, уважаемые коллеги, напомню, что впервые, может быть, такой масштабный проект реализуется на территории Российской Федерации и Удмуртской Республики. Вы знаете, что 3 уровня бюджетного финансирования, федеральный, республиканский и местные бюджеты участвуют в этом финансировании этого проекта, участвуют граждане. И в целом по данному году, по 2017 году, 432 миллиона у нас будет направлено на цели благоустройства. Следующий слайд. У нас участвует, это особенность Удмуртской Республики, мы не стали концентрировать средства на определенных муниципальных образованиях, а постарались максимально вовлечь все муниципальные образования с одной целью. Все должны вовлечь население, все должны понять, как работает программа, потому что программа у нас на 5 лет, до 2022 года, и, соответственно, все муниципальные образования должны попробовать принять участие в этой программе и научиться работать с населением по формированию комфортной городской среды. Всего у нас 303 объекта, 293 двора будет отремонтировано, 9 общественных территорий и 1 парк. Следующий слайд. Значит, в мае 2017 года мы перечислили все средства муниципального образования, все соглашения были подписаны как с федерацией, так и с муниципальными образованиями. Поэтому с июня месяца все муниципальные образования имели возможность приступить к работе по ремонту и благоустройству. Значит, как выглядит ситуация на сегодняшний день? Вот представлена на слайде
муниципальные образования, которые уже вошли в реализацию программы, то есть работы ведутся. Следующий слайд. Ну, вот представлены фотографии тех муниципальных образований, Иван Алексеевич, извиняюсь, а верните слайд назад еще один. Одебесский район, восклицательный знак. Там что, очень хорошо или плохо? Что это такое? Значит, здесь у нас ситуация связана с тем, что подрядчик отказался. Конкурс был проведен, договор заключен, но подрядчик отказался от проведения работы. Поэтому сейчас решаем либо повторно проводить конкурс, либо эти средства перекинуть на другое муниципальное образование. Давайте мы рассмотрим в первую очередь, все-таки постараемся провести конкурс, потому что в Дебесском районе, значит, не все благополучно, проблем очень много. Поэтому если мы у них еще у нас и по дорогам там меньше, и по общеобразовательным учреждениям, если мы еще здесь деньги, в общем, взаимодействие с главой района. Уточним, понял. Да, давайте дальше. Следующий слайд. Значит, вот так выглядят наши общественные зоны, в частности Чайковский. Ну, как раз, наверное, в выходные дни можно было оценить благоустройство, которое там есть. Следующий слайд. Это бульвар Гоголя. В городе Ижевске работы ведутся. В принципе, пока мы не видим срывов сроков по данному проекту. Дальше. КЕС. Масштабная реконструкция зоны общественно-деловой стройки. Дальше. Можга. Парк. Следующий слайд. Здесь представлены районы, которые у нас по общественным территориям перешли на заключение контрактов в августе и сентябре месяце. Хотя нас уверяют, вот остановимся на этом слайде, это дворовые территории. Значит, все главы у нас уверяют в том, что работы будут закончены в срок до зимы, но вот по ряду муниципальных образований есть заключение контрактов на конец августа. Соответственно, учитывая сезонность, у нас остается только 1 месяц до 1 октября на проведение всех работ. Ну, вы реальность оцените-то, этой ситуации, чтобы нам потом не пришлось. У вас все? Да, и в заключение я бы хотел сказать, что на федеральном уровне подтверждено продолжение программы, объем финансирования по регионам будет сохранен на уровне 2017 года. То есть можно планировать, мы со всех муниципальных образований ждем до 1 сентября программы, поэтому примерно объем финансирования 2017 года. Доклад закончен. Да, спасибо, Иван Алексеевич. Коллеги главных муниципальных районов, вот все, кто заключает контракты в конце августа, под особый контроль. Объясню почему. 2 причины. Первая, ну, во-первых, очень эффективная программа. Средств на благоустройство там всегда не хватает, а тем более, значит, дворов. Это первое. Второе. Удмуртия, значит, по оценкам Министерства строительства и ЖКХ, сейчас в таком очевидном позитиве, большим знаком плюс. Я был в Пензе на совещании с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Значит, поэтому у нас, сейчас мы дорогу коснемся, мы меняем с вами, значит, такой, значит, тренд про Удмуртию, больше в позитив. Но вы понимаете, те программы, которые идут федеральные, тем более на софинансирование, все будет зависеть от того, как мы их выполним. Мало того, по программам у кого-то будут деньги возвращаться, кто не будет успевать, они будут распределяться по остальным участникам. Нам здесь нужно образцово-показательно выполнить все свои, значит, работы, обязательства по данной программе. Поэтому у нас есть под жесткий контроль. Значит, мы будем бороться за дополнительные средства. Программа еще классная. Почему? Действительно идет вовлечение граждан. Мы были в Глазове, там группа инициативных молодых людей, значит, провела огромную и очень качественную работу. Но я могу сказать, то, что я увидел, тот проект, который, я надеюсь, они успеют подать документы, и мы поддержим, но это будет не просто украшение города. Я считаю, он достойный будет один из лучших проектов там в России. И как это было как обсуждалось, как шло голосование в социальных сетях, потрясающе. Я уже, значит, направил и, соответственно, Ирине Макеевой, и Чибису, и всем. Но вот это исходило не от главы и там от архитектуры, от чиновника, а от граждан. Мы чуть позже, когда у нас, значит, заявка будет, это принято, покажем. Сделаем здесь специальную презентацию, как люди могут во взаимодействии, вот в таком открытом формате, какие могут делать проекты. Я очень много проектов видел, но я вас уверяю, что вот если, дай Бог, будет реализован проект базовый, это будет действительно
значит, такой визитной карточкой, чем и главное, что точкой такой сборки сообществ и отдыха граждан и так далее. Поэтому под особый контроль. Да, спасибо, присаживайтесь. Важнейший проект «Безопасные и качественные дороги», проект, который утвержден был в качестве приоритетных на Совете по стратегическому развитию приоритетных проектов, которые возглавляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Значит, сейчас Алексей Викторович доложит, а я дальше прокомментирую, какие у нас выводы по данному проекту. Пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, президиум, коллеги, в этом году по безопасным и качественным дорогам на Удмуртскую республику было выделено 1 миллиард 747 миллионов рублей. Там 4 объекта было федеральных, это трасса М7. Остальные 56 объектов это идут республиканские и города Ижевска. На это в том числе было выделено 1 миллиард 250 миллионов рублей. По городу Ижевску это 37 объектов. На сегодняшний день по городу готовность этих объектов 95%. Плюс проведены в эту пятницу торги, определены победители по экономии. Сумма средств экономии была 600 миллионов рублей конкретно выделена на город Ижевск. Были проведены торги, 169 миллионов была экономия. Из них 5% было распределено в тех же контрактах, а 161 миллион 300 тысяч были вновь объявлены торги по новым объектам. Это 2 участка улицы Пушкинского, Удмуртская и переулок Широкий. По торгам опять получилась экономия, но там экономия уже небольшая, порядка 2 миллиона 300 тысяч. Данные средства также в рамках этих контрактов будут потрачены на благоустройство, на ремонт дорог города Ижевска. На сегодняшний день кассовое исполнение составляет 50%, это 625 миллионов рублей оплачено. Фактически общее по всем объектам выполнение на сегодняшний день составляет 80%. Если по городу Ижевску 95%, то по республике 80%. Почему, значит, 30% еще не оплачено? Потому что акты ввода объекта в эксплуатацию сейчас оформляются. Как только будут оформлены, пройдет сразу же оплата. По всем объектам сроки выполнения конец августа, по тем объектам, которые мы проторговали дополнительно, это до 1 октября. Поэтому тут срывов не будет по вводу объектов. У меня все. Спасибо за внимание. Да, ну давайте прокомментирую. Если кто-то видел комментарии Романа Владимировича Старовойта, это глава Росавтодора, Первому, Второму каналу. Ну, смотрите, мы провели большую работу, значит, с первых дней, значит, своей работы в Удмуртии. Вы помните, казначейское сопровождение, рабочая группа. Далее мы сформировали из общественников, которые активно участвовали в контроле над ремонтом и содержанием, дорожный контроль, общественную организацию. Надо сказать, что у нас не все еще получается, но вот оценка главы Росавтодора, она очень позитивная. Нам за 4 месяца сюда перезагрузить информационное поле в отношении Удмуртии. Сейчас на совещаниях звучат очень хорошие оценки. Мало того, мы в числе тех, кому, если будут остатки по этой же программе, будут доведены еще дополнительные средства. Это наша совместная работа. Значит, мы умеем. Если вы посмотрите информационное поле март-апрель, значит, и сейчас, ровно наоборот. И это объективно. Еще раз повторяюсь, очень много еще работы. Очень много. Для того, чтобы привести наше дорожное хозяйство действительно, значит, в порядок. Мы смотрим по, значит, ценообразованию при проектировании, по стоимости там, щебня, откуда его возим. Со всем этим разбираемся, иллюзий у нас нет. Но то, что сейчас уже проводится, нам Роман Владимирович поддержал, да, что будем перепроектировать. У нас 18 контрактов, да, защищены на 2018 год по сельским территориям. Но я могу сказать, что это огромные цифры. Мы вправе там рассчитывать на как минимум 20% экономии. Потому что команда вместе с дорожным контролем выезжает. Пример я уже все знают, я уже его приводил, деревня Туташево.
135 миллионов на 6,5 километров сельских дорог должны были мы потратить. Выехали, внимательно поговорили с гражданами, с предпринимателями. Оказывается, на этот участок не надо столько денег. Обходимся 5 миллионами. Это не мы решаем. Это те, кто там пользуется дорогой. Но при этом деньги будут направлены, если у нас все получится, я надеюсь, получится, на дороги в самой деревне, на ремонт моста. Я надеюсь, что-то еще останется. Оценка очень позитивная, очень позитивная. Мало того, мы двигаемся дальше, наши компании, которые зарекомендовали себя, значит, на рынке строительства и ремонта дорог, двигаем на федеральную повестку, чтобы они там получили контракты. Вчера об этом и речи быть не могло. Первое совещание в Минтрансе, я получил столько негатива про Удмурт-Автодор, про проектирование и про все остальное. Поэтому всем, кто, значит, услышал меня с первых дней, Алексей Викторович, и вам, в частности, значит, и команде, и общественникам спасибо. Первый шаг сделан. Еще раз повторяюсь, вот Роман Владимирович давал оценку в апреле, и сейчас во время визита. Ровно наоборот. Но не расслабляться, все только начинается. У нас цель за хорошим качеством дороги, но за разумные деньги. Потому что с дорогами у нас, особенно сельскими, межмуниципальными, катастрофа. 87 участков дорог, значит, которые осенью и весной даже не всегда на спецтехнике МЧС можно проехать. Поэтому мы туда направляем наши усилия. Конечно, у нас такие серьезнейшие были перекосы. Значит, некоторые районы, я думаю, вы о них знаете, это неплохо, не хорошо, так получилось, но некоторые районы у нас из всех дорог в районе 82%, 80% в асфальтобетоне, а есть районы, где 7%. Как это назвать мне сложно, я не буду сейчас называть эти районы, но, конечно же, там и настроение соответствующее. Понимаете? Люди, наверное, везде имеют право на комфортные дороги, на хорошее жилье там и так далее. Ну, этим будем заниматься. Поэтому, Алексей Игоревич, двигаемся дальше. Спасибо. Пока работаем неплохо в этом направлении. Что еще хотел сказать? Юрий Александрович, вы на своих ресурсах, значит, мы сегодня с депутатами городского совета будем встречаться. Коллеги, больше проводите такой информационной работы разъяснительной. Ну, Ижевск никогда в таком объеме не ремонтировался, не асфальтировался. Но это объективно. Это президентский проект. Мало того, за счет экономии ни одного региона нет, у кого так получилось. Но разъясняйте, потому что я же слежу, мне сгружают все комментарии по разным темам, и социальных сетей в том числе. Действительно, кто-то, значит, реагирует на это объективно, а кто-то там, зачем Воткинское шоссе, так было прекрасно, и здесь не то, и то не это, через год развалится, поэтому что такое гарантийный, значит, там ремонт, да? Какая гарантия на дороге, на сайтах, на встречах с людьми? Надо вести разъяснительную работу. Больше, Алексей Ильич, у нас там по билбордам БКД должно быть, да, там больше нужно отрабатывать. Интервью давайте, как глава города. Потому что так, знаете, мы зайдем, там переселим из города, все равно все будет плохо. Причем многие комментируют, я там спрашиваю, а вы были-то на этом, я знаю, что участок отремонтировал, вы там были? Да каждый день езжу. Он предложил, давайте завтра утром проедемся. Значит, ему там уже начинают писать фотографии, что все уже отремонтировано, понимаете? Поэтому вот тут надо информационную работу. У нас есть увлекаемся. Вы знаете, люди не летали на Ижаве, зато с утра до вечера поносят Ижаве. Понимаете? Не ездили по каким-то дорогам, зато дороги самые ужасные, плохие. Тут пишут ужасы про республиканскую больницу, то, что там мрут заживо и так далее. С информацией надо работать. С информацией надо работать. Так, у нас еще немного осталось тем, но важнейшую тему мы в конце оставили.
о подготовке общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики к новому учебному году Шептайн Алексей Александрович. Это будет пересекаться с тем, что Петр Матвеевич в том числе говорил. Поэтому давайте коротко о главном. Уважаемый Александр Владимирович, Владимир Петрович, Дмитрий Ахметович, уважаемые участники совещания, приглашенные. В преддверии нового учебного года в республике ведется активная подготовка образовательных организаций к приему обучающихся, воспитанников, а также к новому отопительному сезону. Консолидированы усилия всех уровней и ведомств, используются средства федерального, регионального и местного бюджетов. В рамках федеральной целевой программы развития образования в текущем году к 1 сентября откроет свои двери новая школа в городе Ижевске в микрорайоне Столичный на 825 мест. В настоящее время идет процедура лицензирования. Ведется строительство дополнительного здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа номер 9» в городе Можге, также на 825 мест. Ввод здания планируется к ноябрю текущего года. В целом на подготовку образовательных организаций в 2017 году из федерального и республиканского бюджетов направлено 294 миллиона 300 тысяч рублей. За счет выделяемых средств запланировано провести реконструкцию или капитальный ремонт кровли в 36 организациях, замену оконных блоков в 20 учреждениях, ремонт спортивных залов в 25 сельских школах, а также приобретение 12 школьных автобусов. С 1 сентября учебный процесс планируется начать в 1347 учреждениях, которые на сегодняшний день проходят или прошли процедуру приемки. В связи с проведением процедуры ликвидации, реорганизации или ремонтных работ не планируется предъявлять к приемке в этом году 7 образовательных организаций. По состоянию на 11 августа, то есть на пятницу, полностью готовы к началу учебного года 95,6% образовательных организаций. Это в пределах показателей прошлого и позапрошлого годов. Досрочно, с запасом, завершили приемку 16 муниципальных образований, я назову их все-таки, уважаемые коллеги. Это Воткинский, Глазовский, Граховский, Дебесский, Камбарский, Каракулинский, Красногорский, Можгинский, Увинский, Укаменский, Шурбодинский, Ярский районы, города Воткинск, Глазов, Можга и Сарапул. Это говорит о четкой организации работы в данных муниципальных образованиях и о том, что образование является одним из приоритетов в работе. На сегодняшний день остаются непринятыми 60 образовательных. Сейчас, секундочку, Дебесский район, то есть там все нормально. Там... Он у вас в перечне. Верните предыдущий слайд. Да. Досрочно завершили приемку. Хорошо. На сегодняшний день остаются непринятыми 60 образовательных организаций. Я не буду называть те районы, где есть проблемы, потому что 3 дня назад у нас был ВКС с участием этих районов, проблемы были озвучены. Ну и кроме того, Александр Владимирович, я подчеркну, что на сегодня и на завтра, то есть на 14-15 августа, у нас большая часть из этих организаций будут предъявлены к приемке. То есть к концу недели статистика существенно изменится. Наша важнейшая задача на предстоящую неделю – завершить ремонтные работы. Ну, я, кстати, вот по тому вопросу, который Петр Матвеевич поднял, детский сад «Колокольчик» в Малой Пурге, у нас такие коллизии действительно возникают. В мае подрядчик сбежал, пока его нашли, расторгли контракт и заставили вернуть деньги, было упущено время, поэтому сейчас наверстываем. Такие проблемы у нас действительно есть. На этой неделе нам очень важно завершить ремонтные работы и устранить выявленные замечания. Завершить приемку, как уже было сказано, необходимо к 18 августа, когда мы должны будем отправить информацию в Минобрнауки России. Вопрос о подготовке системы образования республики к новому учебному году в ближайшее время будет до конца августа месяца рассмотрен на совещаниях в режиме видеоконференции как по Приволжскому федеральному округу, так и на федеральном уровне с участием председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Доклад окончен. Да, Алексей Александрович, обращаю внимание, коллеги, вы в дальнейшей подготовке, там 95% или 96% относительно таких учреждений социальной сферы, особенно детские сады, школы, важно не в процентах, а в объектах. Пока один объект остается у нас там не то, что не принятый, а вот такой в зоне риска, мы не можем с вами признавать, что мы подготовились, потому что это касается детей. Особое внимание, вот
мы прекрасно понимаем, у нас очень много проблем, даже по тем объектам, которые принимаются и на которые дают разрешение. Мы понимаем, что там немножко натягиваем, так сказать, потому что другого выхода нет. Но я требую от вас мне список вот тех объектов, которые, что называется, в наибольшей там, зоне риска. Потому что видел и деревянные школы, и подпираются балками, коллеги, еще раз проверить, особенно, значит, там стены, потолки, еще раз все проверить, проводку, полы и так далее. И если мы будем понимать, что вот есть 3, 4, 5 объектов, которые при любых обстоятельствах надо там, за оставшееся время что-то подремонтировать, это будем делать. Это дети. Поэтому еще раз обращаю внимание, 99,9% готовности, это мы не готовы. Если хоть один объект есть, соответственно, значит, у нас там не соответствующий каким-то нормам. Поэтому, Наталья Алексеевна, жду от вас этот перечень, давайте проведем отдельное совещание, хоть там на этой неделе. Вы понимаете, о чем идет речь, мы с вами вот по районам севера Удмуртии проехали. Проблемы есть. Одно дело там переуплотнение, это понятно, там в КЕЗ, да, но там хорошие условия, хорошая школа, отремонтирована, окна. А другое дело, когда у нас, еще раз говорю, стены подперты балками. Поэтому еще раз внимательно посмотрите. Исправить не можем, давайте думать, как мы кого куда перераспределим и срочно вносить этот объект в приоритетный, не объект, а этот район приоритетный под строительство. У нас это главный приоритет сейчас. Так, спасибо. Присаживайтесь, Алексей Александрович. Коллеги, обращаюсь к главам муниципальных образований, именно к муниципальным, все 333 у нас образования. Значит, мы с вами встречаемся, планировали в конце августа, у меня приходит сообщение о том, чтобы дали еще немного времени для подготовки. Мы предварительно, Сергей Витальевич, определились 4 и 5 сентября. 4 сентября у нас там большое мероприятие, встреча с одним из федеральных спикеров именно по вашей теме. Дополнительно доведем еще те вопросы, которые обсуждать будем, но главным образом вся наша с вами работа, которую мы проводим за это время, мы должны ее подытожить. Пункт 1. Определение так называемых проблем и их приоритизация в масштабе республики. Вы знаете, о чем идет речь. То есть самые критичные точки в каждом районе мы вместе должны с вами обсуждать, с участием, естественно, министров профильных, и вместе должны определить, в каком районе номер 1 задача и так далее, и так далее. Дальше, второй пункт, это экономика. Мы продолжаем работу по карте инвестиционных возможностей. Какие-то есть уже интересные у нас там сюжеты перспективные, где-то мы стоим на месте, мы это обсудим. И третье, мы должны сформировать с вами календарь событий на 2018 год. Событийный внутренний туризм – это экономика, это существенная часть экономики, особенно для районов. Работа уже проведена очень большая, уже по некоторым объектам мы сопровождаем тех инвесторов, которые хотят развивать эти объекты. Поэтому еще раз напомню, у вас есть до конца августа время, чтобы свои календари представить. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы по основным событиям республики не было пересечений, не было накладок. Это первое. Второе. С учетом того, что значит, маркетинг и продвижение будем мы вам обеспечивать, соответственно, вы должны понимать, как это будет работать, и мы должны с вами в этом вопросе взаимодействовать. У нас у туризма очень большие перспективы, но мы и 10% наших возможностей не используем. Также к этой встрече отдельным вопросом Александра Аркадьевича Прохорова и Евгения Родичкина я прошу, мы встречались 3 августа, вы помните, о чем я сказал, нужна от вас концепция, приглашайте для мозгового штурма, если я вам нужен, пожалуйста, значит, приглашайте значит, предприятия, крупные наши предприятия, там, Комос, Ува-молоко, кто у нас там еще есть, в общем, по всем направлениям. Нам надо сконцентрировать усилия в 2018 году на наиболее приоритетные направления.
соответственно, по поддержке. Как бы нам ни было тяжело, мы должны поддерживать эту отрасль. Вот. Ну и есть вопросы, которые нам нужно вместе обсудить и договориться, там, и по цене на молоко и так далее. То, что мне адресуют в каждом районе и 3 августа в частности. Поэтому включайтесь пооперативнее, я пока даже драфта не вижу этой концепции. Жду. Это то же самое к 4-5. Может быть, мы продлим еще на 6, но пока 2-дневное мероприятие с главами муниципальных образований. И в заключение очень важный вопрос. Вы знаете, на одном из наших мероприятий мы сформировали такой расширенный оргкомитет по празднованию столетия государственности Удмуртии в 2020 году. Учитывая опыт нашей подготовки к столетию значит, Михаила Тимофеевича Калашникова, вот, нам нужно к событиям столетия государственности Удмуртии готовиться заранее более тщательно. Здесь уже план есть. Всем, кто представил, хочу поблагодарить. Не все в оргкомитет входят, но большинство, кто входит в оргкомитет, здесь присутствует. План мы направим. Я хочу лишь обратить внимание, это очень важно, на те объекты, которые, ну, что называется, практически большинством были, значит, приняты в ходе обсуждений, что они являются приоритетными, я имею в виду реконструкция и строительство объектов. Я по ним пройдусь, если какие-то есть дополнительные, соответственно, соображения, коллеги, нужно это очень оперативно все делать. Потому что то, о чем сейчас будем говорить, это федеральное софинансирование. Мы уже 2018 год пролетели по федеральной адресной инвестиционной программе и по многим программам ФЦП, федеральным целевым программам. Вот те объекты, которые здесь были представлены. Благоустройство улицы Удмуртской в Москве. Надо решать, надо это или нет, но есть такое в плане. Я бы акцент сделал, безусловно, реконструкция здания Национальной библиотеки Удмуртской республики в городе Ижевске, по-моему, не обсуждается, это очевидно. Единственное, Юрий Александрович, нам нужно будет с вами съездить, тут ко мне петиция пришла, что в 50 метрах сзади здания строится дом. Я себе представить этого не могу. И многоэтажный, если будет у нас библиотека и за нее будет дом, значит, виден. Я так думаю, что кто-то ошибся, но если это так, то я не понимаю, кто и как это принял. Ну, надо, в общем, посмотреть. Потому что сразу скажу, что при подобной конструкции, если у нас там в радиусе там, 100 и менее метров какие-либо новоделы, новострой будет, нам не согласуют деньги. Мы не пройдем экспертизу в Казани, это я вам уже гарантирую. То есть это не сама библиотека, это вокруг территория, ее благоустройство и так далее. Поэтому давайте сегодня на городском совете это обсудим. Я думаю, что это ошибка какая-то, люди не поняли. Говорят, там котлован, ну, может быть, трубы меняют или еще что-то. Ну, судя по реакции, наверное, не трубы. Понятно, будем обсуждать. Значит, далее мы приняли решение, что в здании бывшего театра имени Короленко будет Центр удмуртской культуры, тоже не обсуждается, проговорили на всех уровнях. Национальная республика, центра в Ижевске нет. Поэтому реконструкцию здания, почему я говорю, акцентирую на эти объекты, потому что мы их будем подавать, соответственно, в различные программы федеральные на софинансирование. Было предложение капитальный ремонт здания Ледовый дворец Ишталь. Коллеги, его нет смысла ремонтировать. Там ничего не отремонтируешь. Есть запрос, мы эту тему проработали. Соответственно, строительство нового дворца. Переговоры мы сейчас ведем, пока они идут успешно. Скорее всего, мы будем строить новый там, на 7,5 или на 10 тысяч дворец, современный трансформер со соответствующей инфраструктурой. Потому что там, где сейчас находится Ледовый дворец, там и проблема у нас с парковкой, Александр Сергеевич, мы с вами обсуждали. Ну, то есть, я считаю, что дополнительно, значит, такой перечень комментариев будет направлен, но надо, наверное, по-другому к этому. Дальше у нас идет ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия. Здесь серьезных вопросов и нет. Закладка и обустройство парка 100 лет государственного Удмуртии, Ленинский район. Пока не пойму, где это и что это.
Реконструкция здания бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики Можгинский педагогический колледж имени Борисова. Я там был, но мы так и не определились, надо там реставрировать его или что-то новое строить. Поэтому нужно, коллеги, тоже внимательно посмотреть здесь. Сарапульский педагогический колледж, тоже